разбирает. Только с ним посоветуйтесь. Следующий, четвертый. Следующий – это ресурсы. Ресурсы – одно из важных шагов. У меня не было денег, ребята, делать бизнес. Было очень трудно. Знаний не было, денег не было. Понимаете, знания, что вот. Это ресурс знаний. Это не было их и так далее. Деньги не было. Связи не было. Связи в бизнесе необходимая роль играет. Очень важно, чтобы у вас были правильные связи. То есть успешные люди, но у вас нет доступа к ним. Вот если вы сейчас подойдете к успешному человеку, говорите, давай делай со мной бизнес, или дай мне деньги делать бизнес. Он что, говорит, давай, я тебе дам, что ли? Да он даже поздороваться не будет. Он даже твою трубку не поднимет, даже если найдешь его телефон. Согласны? Они не будут, потому что они не хотят. У них есть большой опыт, они знают, с кем работать, с кем не работать. У них очень большой опыт. Чтобы создавать связи и, можно сказать, авторитет, отношения, вот я 22 года жизни отдал на это. Это не так просто. У меня было... Точно это более 20 инвесторов, это точно. Возможно, даже в районе 30 даже. Разновидности инвесторов. Потому что надо было научиться это делать, надо было как-то работать, развиваться. Видите, мой путь это такой путь, который любой человек может пройти. Почему? Главное, чтобы просто этому учиться. Потому что я не разбогател благодаря там байке или там айджешка или там агашка, которые мне тендера давали, или там как-то-нибудь вел меня по кабинетам, как-то, чтобы я в выигрыше был. Я разбогател благодаря труду и, можно сказать, благодаря умению и навыки, которые учился. И этого могут повторять любой человек. Давайте держим друг друга за руку. Держим друг друга за руку. Пошли, быстренько. Делаем такую формулу. И повторим за мной. Кто-то знает кого-то. Кто-то знает кого-то. Повторим. Кто-то знает кого-то. 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 Кто тебе нужен? Понимаете, один миллиардер сказал... Спасибо. Один миллиардер сказал так. Знаете, что он сказал? Иногда порой не важно, что знаешь, важно, кого знаешь. Да, это правда. Знаете, я же сейчас пытаюсь свои книги сдавать в России. Пока я не нашел, кого я знаю, я не мог выпускать свои книги. 5 лет ходил. 5 лет. Я сейчас, теперь уже знаю стратегию. Я не ищу чего-либо, кого-то ищу, потом захожу в Европу. Потому что это очень важно. Знать, какому действительно связи находить, который тебе реально поможет. И реально, и ему надо эту идею передать еще, чтобы он был, загорелся этим, и он восхищался тобой, взялся за это. Это не так просто, честное слово. Поэтому эти вещи я буду обучать завтра. Дальше. 5-й шаг – это команда. Кто из вас чувствует, что без команды очень тяжело пойти? Вы знаете, я очень много страдал от того, что сильной команды не было у меня. Я вам скажу так. Основа вашего успеха – это люди. Ваш бизнес не деньги, не офис, не машина, не там чего-то. Это ваши люди. Но как этих людей вы находите? Как подбирать? Это действительно не так просто. Нам кажется, что все хорошие, но иногда порой позитивных людей, добрых людей мы воспринимаем как профессиональные люди. У вас будут постоянно 2 проблемы. Одни люди добрые, хорошие, но не умеют работу делать, и вам жалко их уволить, вы не знаете, что делать. С этими людьми далеко не можете пойти. А есть другие люди, которые, возможно, профессионалы, но они не хотят с вами работать, потому что они не доверяют вас. Или либо требуют большие деньги. Они очень просят большие суммы, да? Большие деньги требуют. Так или нет? И платить не так просто будут этим людям. Вот такая картина. Теперь внимание обратите. Но у меня есть одно изюминка к этому. К команде я отношусь сейчас так. Раньше как было? Я нанимал их, пытался их обучать, говорить, рассказать и так далее. Но сейчас я подхожу к этому по-другому. Вы были у врача? Вопрос, у врача были или нет? Когда вы пойдете к врачу, вы ему рассказываете, как лечить вас? Или он сам должен знать? Вопрос.
Он сам должен знать. Или вы скажете, теперь укол делай так, возьми витамин. Не надо взять это. Вот того возьми. Или вы ему подсказываете, как лечить вас. Или он сам должен знать. Вопрос. Теперь, когда я беру людей на команду, я говорю, послушай, ты должен быть врачом. Я тебе вообще рот не буду открыть. Если ты не знаешь, что делать, тебе не должно быть в мою команду. Мне не нужны такие люди. И вот это пример врача сразу в голове четко попадает. И понятный пример. Согласны? Вот. Используйте этот пример. Приходите, скажите, если я тебя взял офис-менеджером, ты должен знать свою работу. Потому что я не школа, я не обучением занимаюсь. Я хочу, чтобы ты научилась. Я тебе зарплату плачу не потому, что ты учишь. Ты должен работу делать. Я плачу тебе, чтобы ты правильно вел бухгалтерию. Я плачу тебе, чтобы ты правильно делал рекламу, правильно делал маркетинг, правильно вел HR, правильно вел чего-то. Так или нет? Ты будь добр, пожалуйста, зарабатывай свою зарплату. Зарплату зарабатывать, а не получает. Будь добр, халал зарабатывай. Я считаю, что зарплата, которую просто так ты получаешь, это харам. Если ты не заслуживаешь. Кто из вас пойдет в магазин и довольно уйдет, если вы платите 1000 сом, вам дадут на 500 сом что-то. Вы довольно уйдете? Тогда почему с компанией так можно поступать? Компания тебе платит, там, не знаю, определенные 20 тысяч сом, или 25 тысяч сом, или 15, а ты работу делаешь на 10. Это же харам. Это нельзя. Надо брать только столько, сколько ты стоишь. Но сейчас у нас совсем такое время. Все хотят до обеда работать, после обеда разбогатеют. Еще мозги вообще нет. Еще стоит, говорит, скажите, что делать? Туда отвезти? Я же делаю. Ну, я же делаю все, что говорите. Что надо делать? Скажите, я сделаю же. Я говорю, ты должен быть врач. Я дальше не буду тебе говорить, что делать. Иди, ищи, найди, учись. Здесь я тебе плачу за то, что ты работу делаешь. У кого из вас в голове щелкнул такой колоссальный вещь? Щелкнул? Тогда хлопайте себе хоть разу. Стратегия. Стратегия – одна из самых важнейших вещей. Знаете, как вы думаете, что такое стратегия? Внимание обратите. Кто из вас, представьте на минуту, представьте, если вы попали бы в 90-х годах, но имея сегодняшние мозги, что-то него по-другому делали бы? Вот было бы здорово, да? Так или нет? А вот скажите мне, пожалуйста, если вы пропустили 90-х годах, я вам скажу вам, если вы сейчас правильную стратегию выберете, вы сейчас намного лучше разбогатеете, чем в 90-х годах. А знаете почему? Потому что рынок позволяет сейчас. Финансовые инструменты есть, возможности есть, технология есть, много вещей, то, что там не было тогда, а сейчас есть.